Екатерина Карадангак – солистка государственного ансамбля «Саяны», заслуженная артистка Республики Тыва. Екатерина творческий, по-настоящему увлеченный человек. Помимо работы в прославленном коллективе, она еще и мастер по вязанию тувинских стилизованных головных уборов. Ее увлечение началось в 2004 году во время учебы в колледже искусств. Тогда она заметила, что ее однокурсники, музыканты ансамбля «Алаш», приехали с гастролей, и на них были этнические шапочки. Тогда-то и возникла у нее идея придумать стилизованные шапки для выступлений. Связанные шапки, по ее мнению, показались ей весьма удобными, так как их можно положить в карман, при перелетах сложить их без ущерба для внешнего вида в багаж. Екатерина родилась в селе Тели Байтагинского района в многодетной семье. Сама Екатерина по счету 6-й ребенок из 10 братьев и сестер. Ее мама, тоже Екатерина Хувалыговна, очень разносторонний человек, много занималась детьми, обшивала и обвязывала всю семью. Так и началось ее увлечение вязанием по примеру матери. Более детское, да, дети же любят всегда яркое, красивое. Я вот для детей примерно тоже, да, красочное, чтобы было. Тоже тепло, и это удобно. Несомненно, ее работы полюбились друзьям и знакомым. Тем не менее, она отважилась выйти за рамки узкого круга и решила попробовать свои силы в профессиональном мастерстве. Я в конкурсах не участвовала, только так как я сама занятой человек, да, вот на праздниках я сама выступаю как артистка балета. И я решила поучаствовать, так как показать свои работы уже в народ. Показать свои работы. И вот первый раз я поучаствовала в республиканском конкурсе и победила на своем номинации, конечно, стилизованные головные уборы. Мне очень приятно было, и большой опыт, и посмотрела на других, и себя показала. Напомню, конкурс «Золотое руно» проводится для пропаганды массового шитья, ношения национальной повседневной одежды, аксессуаров из шерсти и шкур, выделенных мастерами-товаропроизводителями. К такому масштабному мероприятию она готовилась специально, связала много выставочных работ, и к ее радости все их раскупили. Сейчас ее работы можно увидеть на популярных артистах, но в начале ее пути было много критики. Признанные мастера и ученые-этнографы подходили и указывали ей, что это не национальные тувинские шапки и что она искажает суть этнического костюма. Но со временем недопонимание ушло. Самое главное для нее – это признание народа. Ее шапки полюбились, и их носят с удовольствием не только на сцене, но и в повседневной жизни. Чтобы ее работу узнавали, она из Новосибирска заказала фирменные этикетки. Теперь с отличительным атрибутом и доказательством подлинности изделия творчество Екатерины вышло на новый уровень. Ника Мангуш, Култегина Шина, 8 канал ТВА.